В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Энциклопедия для детей от 3 до 6 лет. В Госфонде развития абхазского языка презентовано новое издание. Деятели культуры о новых проектах. Пресс-конференция «Варс мира». Ярмарка для нуждающихся. День добра отметили в абхазских школах. Президент Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с днем рождения. Народ Абхазии с благодарностью помнит решение о признании независимости Республики Абхазия. Убежден, что достигнутые договоренности будут служить надежной основой для поступательного укрепления абхазо-никарагуанского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Никарагуа, говорится в частности в поздравлении президента. Энциклопедия для детей от 3 до 6 лет. Так называется книга, презентация которой прошла сегодня в Государственном фонде развития абхазского языка. Издание готовилось на протяжении 5 лет, и ее созданием занимались как сотрудники фонда, так и специально приглашенные художники, поэты, методисты. На презентации побывали и наши корреспонденты. Репортаж Сарии Смыр. Это первая энциклопедия для детей от 3 до 6 лет, которая вышла на абхазском языке. Ее автором является сотрудница фонда развития абхазского языка Майя Амичба. Над созданием книги более 5 лет работали практически все сотрудники фонда, а также методисты и художники. Сама книга разделена на 2 части для детей от 3 до 4 и от 5 до 6 лет. В первой части книги подробно рассказывается о том, как мыслят и как развиваются дети, о том, что они обязательно должны знать в таком возрасте. В другой же части упор делается на логическое мышление детей, на составление целостных предложений, знание времен года, животных различных цветов. Методический материал, который имеет свою систему, то есть от легкого к более сложному идет. Там около 330 тем, которые обыграны, поданы в игровом. Дети любят играться, а когда дети играются, то они и учатся. Вот материал подан так. Среди тем есть цвет, геометрические фигуры, математические первые знания о геометрических фигурах. Он будет считать до 10, окружающий его мир. Он будет знать, что он одевает, как он должен спать, название птиц, название деревьев, то есть все, что окружает ребенка. Книга включает в себя более 3000 иллюстраций, автором которых в основном является художник Астамур Гвициния. При создании энциклопедии основной целью рабочей команды было сделать ее как можно более красочной, чтобы заинтересовать самых маленьких читателей. Не менее интересной является и дизайн обложки. Энциклопедия также содержит в себе большое количество стихов и рассказов, которые способствуют развитию ребенка. Более того, сюда вошли известные сказки русских писателей, переведенные на абхазский язык. Необходимо отметить, что книга является хорошей подмогой для подготовки детей к школе. Эксперты, которые присутствовали на презентации, выразили уверенность, что книга будет востребована не только в детских садах, но и в каждой семье. Более того, они отметили, что необходимо создавать и пособия к ней. Автор этой книги собирала материал, она изучала опыт, передовой опыт. Она брала, значит, за основу и другие литературы, смотрела. Она изучала методические подходы, принципы, на каком основании, значит, строится обучение, развитие, подготовка детей к школе. Все это, конечно, взяла за основу и собрала очень большой, хороший материал. Кто знает и кто слышал об этом уже с сегодняшнего дня, они все хотят иметь дома как настольная книга для детей, для своих детей, для самих тоже. И развивает даже и родители, понимаете? И для развития речи, обучения языку очень нужна книга. Таким образом, список всей литературы, изданной Государственным фондом развития абхазского языка, пополнился еще одной, не менее важной книгой. Тираж энциклопедии составил всего 3000 экземпляров. Все желающие могут приобрести книгу в самом фонде. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками пограничного управления ФСБ России и Службы государственной безопасности Абхазии, в районе населенного пункта Ажара обнаружены неразорвавшиеся средства поражения – снаряд, мина и 2 пороховых заряда, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Снаряды, пролежавшие в земле 5-10 лет, по-прежнему представляют смертельную опасность, несмотря на то, что порой выглядят как куски обычного ржавого железа. Поэтому во избежание жертв среди гражданского населения место опасной находки было немедленно оцеплено, а указанные средства поражения установленным порядком переданы в Службу государственной безопасности Республики Абхазия. В Тхуарчале на проспекте Владислава Арзенба начались работы по укладке тротуарных плит. Работы ведутся в рамках инвестпрограммы. Планируется, что при благоприятных погодных условиях работы будут завершены в месячный срок. Согласно проектной документации, на проспекте должны выложить 2600 квадратных метров тротуарных плит. Ширина тротуара 2 метра 20 сантиметров. Кроме того, к концу ноября в рамках благоустройства проспекта завезут и высадят вдоль тротуара саженцы кипариса в количестве 110 штук. Сегодня на пресс-конференции в Арс Мира деятели культуры рассказали о новых проектах и планах на ближайшее время и на следующий год. Любителей музыки ждет много нового и интересного. Обо всем подробно в материале Симы Аргун. Как правило, творческие люди заявлять о себе вне искусства не любят, но данная пресс-конференция дала возможность музыкантам Абхазии рассказать о новых музыкальных проектах и планах на ближайшее время. Искусствовед Эсма Дженя поведала о том, что через 2 недели впервые в Государственной филармонии состоится фортепианный концерт, который будет сопровождаться камерным оркестром. Также 22 декабря все желающие смогут насладиться новогодней концертной программой. Министерством культуры утверждены мероприятия и на будущий год. В стенах Госфилармонии будет звучать музыка, которая прежде не звучала здесь, отметила Эсма Дженя, говоря о запланированных крупных проектах. По ее словам, новшества порадуют любителей музыки. В марте будет концерт памяти погибших. Это будет очень необычная программа с участием приезжих музыкантов и нашего государственного камерного оркестра. Будут в концерте принимать участие солисты фонда Спивакова. Еще 2 крупных проекта, которые, в общем, были так с воодушевлением поддержаны. 2-й международный джазовый фестиваль. 1-й состоялся в этом году, тоже прошел успешно. И мы вот уже готовим 2-й фестиваль. И помимо джазового фестиваля мы вот решили инициировать еще один проект. Хоровой фестиваль. Еще один сюрприз, который мы приготовили для нашей публики, для поклонников классической музыки и для просто любителей и случайных посетителей наших концертов. Мы хотим представить концертное исполнение одноактной оперы. Уже обсуждается какой, пока не будем раскрывать всех карт. Отвечая на вопросы журналистов, директор музыкального училища Нинель Бжани отметила, что в Абхазии в последнее время интерес к фортепианной музыке возрос. В музыкальных школах количество детей увеличилось. Бжани рассказала, в чем специфика фортепианного дуэта и какая музыка будет звучать на концертах, которые она планирует дать. Образовалась, в общем-то, целая программа, рассчитанная на полный концерт, где прозвучат произведения классических авторов, начиная с Вивальди и Баха и заканчивая современными композиторами. Есть такие обработки, которые наш зритель услышит впервые. Органные концерты, которые проходят летом в Пицунском храме, очень полюбились гостям нашей страны. Но художественного руководителя органного зала Марину Шамба огорчает то, что среди посетителей мало местных жителей. Как правило, вне сезона органные концерты проходят только в праздники и по заявкам. Разные исполнители, разные музыканты, разные программы, встречи самих органистов, в профессиональном уровне разговоры. И проходят они очень интересно. Единственное, хотелось бы, чтобы включились наши местные жители, потому что получается, что якобы мы делаем наш фестиваль для отдыхающих людей, как вот сказала Эсмочка, уже они подгоняют даже свои приезды в Абхазию, связанные с фестивалями. Хотелось бы, чтобы наши тоже видели, чем мы занимаемся и какие у нас фестивали проходят. В следующем году свои юбилейные даты отмечают сразу 2 известных музыкальных коллектива – «Апсны-67», ныне именуемый как просто «Апсны» и «Гунда». Художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Гунда» Роза Чамагу отметила, что коллектив состоит из 15 человек. В основном все молодые девушки, которые хорошо владеют искусством пения и
одновременно играют на народных музыкальных инструментах, что само по себе очень сложно. Коллектив исполняет как народные песни, так и авторские. И в свой юбилей обещает много сюрпризов. В 2017 году ансамблю исполнится 40 лет. На пресс-конференции шла речь о том, как привить подрастающему поколению любовь к искусству и как это положительно влияет на мировосприятие детей. Заниматься музыкой раньше считалось хорошим тоном, но те времена прошли. Что нужно сделать сейчас, чтобы возродить интерес к музыке? По мнению деятелей культуры, совместными усилиями Министерств культуры и образования необходимо проработать план. В этом вопросе роль государства очень важна, считают они. Мы не можем уже изменить 30-летних, да? Если у вас нет интереса, любви к музыке, мы вас не можем уже привлечь, насильно затащить в концертный зал. Но мы можем повлиять на мировоззрение, на какие-то вкусовые особенности детской аудитории. Для этого нам очень нужна поддержка Министерства образования. Это могут быть просто организованные посещения. Мы не говорим только о филармонии, да? То есть это могут быть посещения концертов, выставочных залов, театральных постановок. Но для этого должен быть интерес со стороны школы и Минобразования. Музыка должна являться частью общей системы учебно-воспитательной работы в школе, считают деятели культуры Абхазии. Сима Аргун, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Накануне Всемирного дня доброты в Абхазии отметили День доброты. Практически в каждом школе прошли уроки добра. А в Сухумской второй школе впервые была организована ярмарка. Более 142 тысяч рублей и 2 машины вещей и игрушек собрали только в этой школе для подопечных благотворительного фонда «Киарас». Рената Шакая продолжит тему. Каждая школа Абхазии отнеслась к празднованию Дня добра с большой ответственностью. Во многих школах была подготовлена концертная программа, были проведены выставки ручных поделок, направленные на сбор средств на лечение, вещей и игрушек для подопечных фондов «Ашана» и «Киарас». Третий год я лично провожу уроки добра, впервые во второй школе. И хочу сказать, что это не мы учим детей добру, это мы учимся у детей добру, потому что на самом деле то, какую реакцию мы встречаем, то, какие истории нам рассказывают малыши, и не только старшие классы. В этом и заключается добро, они все радуются. И на третий год, вот уже сейчас, они заранее начинают готовиться, они ждут, они предлагают какие-то свои идеи, думают, как можно помочь, кому помочь. И, в принципе, дети очень включаются в этот процесс. И, наверное, это самый главный результат, которого мы могли достичь за эти годы. Школьники готовились несколько дней, вырезали, рисовали, делали поделки из бумаги, из пластилина. Рисовали символ Дня добра – открытое сердце. Большое открытое сердце в этот светлый день объединило всех жителей нашей страны души. Я знаю о добре, что нужно помогать детям, что они нуждаются в нашей помощи. И этот праздник очень важен для всех нас. Я сделала вчера поделки, старалась сделать, и получилось. У меня получилось давно 3 поделки. Я очень давно готовилась к этому празднику, и я очень рада, что он состоялся. Самый добрый праздник в году, безусловно, полюбился всем. Как отметила директор Сухумской второй средней школы, в прошлом году в День добра школе удалось перечислить в фонд «Ашана» 79 700 рублей. Так как у нас еще есть благотворительный фонд «Киарас», поэтому в этом году мы решили, что мы перечислим деньги благотворительному фонду «Киарас». Кроме этого, мы еще собираем по классу, видите, отдельный стол стоит, вещи, игрушки, учебники, книги, тоже для передачи многодетным и малоимущим семьям. И очень отрадно, что нас поддерживают родители. Вы можете посмотреть, что родители принимают активнейшее участие в этой акции. Во-первых, они спонсоры, фактически те, кто приобретает эту продукцию. Учителя, конечно, подключаются к этому очень активно. И это такой праздник доброты. Представители разных поколений участвовали в Дне добра по-разному. Доброта выражается не только в финансовой помощи. Делать добро совсем несложно. Заботиться о братьях наших меньших, ухаживать за растениями, помогать родителям. Можно просто улыбнуться прохожему, обнять кого-то, сказать приятные слова и просто подарить цветы прохожему. Все дети, они стараются, пекут что-то, делают своими руками. И мы отдаем все деньги в фонд, помогаем детям. Добро – это когда люди делают очень приятное.
Я вчера делала тортик, а я сегодня буду всех угощать. Частичка добра, подаренная друг другу, может сделать самый обычный день светлее и радостнее. Хотелось бы прививать детям любовь к таким мероприятиям, приучать детей делать добро, так как эта миссия очень важна, особенно в наше время, помогать детям, которые очень остро нуждаются в медицинской помощи. И не только в медицинской, но и в социальной тоже. Если в этом году во 2-й школе устроили ярмарку, то в 10-й школе с утра всех встречало сердце добра – символ дня. В 10-й школе, так же, как и в других школах, были собраны вещи, книги, игрушки для многодетных семей и, конечно, денежные средства. Рената Шакай, Беслан Шинджери, Абхазское телевидение. В последние годы в опустевшие после войны села Абхазии стали приезжать и поселяться жители России. Так, например, в селе Атара Армянская уже образовалась целая община. Это в основном молодые люди с высшим, а иногда и с несколькими высшими образованиями. Живут они дружно, но обособленно. Это не религиозная секта, а просто люди, объединенные идеей экологически чистых продуктов и здорового образа жизни. У них свой сайт в интернете, их община увеличивается с каждым годом. Они пользуются поддержкой местных жителей, занимаются сельским хозяйством, разводят скот и птицу. Свою продукцию сбывают в России. Более подробно о жизни русской общины в селе Атара Армянская смотрите сегодня на нашем канале в программе «Истоки» Мананы Кокоскер. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. В воскресенье без осадков, температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 20-22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.